Здравствуйте, в эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Чуть меньше месяца остается до весеннего паводка. Следом последует пожароопасный сезон. Ранее официальные источники озвучивали, что в зону возможного затопления попадают свыше 120 населенных пунктов. О подготовке к паводковой ситуации и пожароопасному сезону расскажет гость в нашей студии Дмитрий Садовников, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие прогнозы в этом году по весеннему паводку? В этом году вскрытие рек ожидается произойти от 1 до 3 дней раньше нормы. Максимальный уровень на основных реках ожидается близким к средним многолетним значениям. И выше уровня воды мы ожидаем в случае затора. И это может, выше нынче может быть от 1 до 1,5 метров. В случае образования заторов, конечно, будут затоплены пониженные участки на реках. И, безусловно, мы ожидаем на такие ситуации на тех реках, которые у нас традиционны. И это у нас Лена в пределах Ленского, Алекминского района, Хангаласского, Намского и Кобяйского и городского округа город Якутск. Также мы думаем и ожидаем по снегозапасам и по прочности и по толщине льда на реке Амга на территории Амгинского и Татинских районов, на реке Алдан на территории Усьмайского и Тампонских районов. И также на реке Колыма, это на территории Верхнеколымского района и Среднеколымского района. На других реках у нас прогнозы и однозначных пока предпосылок на повышение вероятность возникновения заторов льда нет. При этом действительно надо признать, что на территории республики пока по прогнозам мы видим, что затоплению подвержено 123 населенных пункта, 24 муниципальных образований. И в этих районах у нас сегодня идут работы по подготовке прохождения весеннего половодья, идут командно-штабные учения, подготовительные работы. И в этом плане, конечно, эта работа у нас традиционная и идет все по плану. Да, расскажите, а как идут подготовительные работы и какие это работы? Якутия, я повторюсь, это один из таких регионов Российской Федерации, который подвержен паводкоопасным регионам. И наши реки, они, безусловно, нас уже несколько лет уже потренировали традиционно, где мы знаем, где у нас могут образоваться заторы. И здесь надо признать, что уже нашими предшественниками, учеными уже проведены такие мониторинговые работы, как научная оценка тех или иных работ, которая показывает эффективность этой работы. И здесь мы сами, в свою очередь, как власти, провели оценки ситуации, которая может сложиться. И, безусловно, от этого исходит прогноз бюджета, сформирование бюджета муниципальных образований и республики. Все эта работа у нас проведена. По сути, это первый этап работы, которая проводится ежегодно. И мы, как власти, эту работу, считаю, выполнили. При этом мы понимаем, что мы должны полностью отвечать всем требованиям, которые нам будет, как говорится, предложено природным явлением, и в то же время здесь одновременно оценку готовности региона оценивает федеральное министерство, которое приезжает в виде проверки и проверяет регион на те или иные, подготовку властей на те или иные явления природы, которые у нас традиционно, понятно, весной проходят. Если это осенью у нас властей проверяют на подготовке прохождения отопительного сезона, то сегодня уже комиссия приезжает и проверяет властей на прохождение
паводковой ситуации, прохождения весеннего половодья, ну и пожароопасного сезона. Сегодня эта комиссия в составе работников Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации уже приезжала, проверяла, проводила командно-штабные учения, проверяла муниципальное образование. И мы сегодня оценку получили, что регион готов как раз к этим двум явлениям. Части людей и техники, то здесь для обеспечения безопасности пропуска весеннего половодья у нас привлекается большое количество группировки сил средств Якутской территориальной подсистемы РСЧ в составе более 16 тысяч человек и более 3309 единиц техники. При этом, кроме этой техники, более 550 единиц сплав средств, и также будут привлечены при этой работе 24 единицы авиационной техники. Это вертолеты, самолеты, беспилотные летательные аппараты, которые у нас уже активно практикуются, применяются. И здесь, безусловно, также понимаем, что нужны и традиционно будут работать гидропосты. Все силы и средства у нас сегодня, считаю, что готовы. И, повторюсь, для Якутии эта работа не нова. И это традиционная работа, которую выполняют, как говорится, специалисты, которые непосредственно озадачены и заточены под эту работу. Также у нас, учитывая, что мы знаем, где у нас будут вероятность больших затоплений и угроза затопления, будут организованы пункты временного размещения людей. Это более 220, конкретно 227 пунктов временного размещения, где будут размещаться более 22 тысяч человек. Но практика уже показывает, что когда беда приходит, люди, якутяне, да, не стоят, как говорится, на стороне, помогают друг другу, и пунктов временного размещения люди, по сути, размещаются единицы. И дай бог, как говорится, да. При этом понятно, что наша республика аграрная республика, да, те районы, которые у нас попадают под затопление, уже также приучены к отгону скота, к этим участкам, которые у нас попадают под затопление, крупного рогатого скота, мы по нашим подсчетам это более 43 тысяч единиц получается, да, и лошадей более 46 тысяч. И люди, власти и команда штабные учения показывают, что власти знают, где отгоняются эти животные, и под отгон этих скотов и по территориям отмечено более 116 участков по этим районам. И в случае затопления мы уверены, что сумеем эту работу организовать, и надеемся, что здесь пройдем мы этот момент без больших потерь. Также понятно, что при затороопасных явлениях должны работать комплексы систем экстренного оповещения населения, коротко КСО называется, да, люди в обиходе ее используют, но некоторые это не понимают, при этом это аппаратура, которая должна оповещать население, которое проживает в тех или иных районах. И эту работу мы проверяли, понятно, что мы их не часто используем, и где-то порой при прохождении командно-штабных учений часть некоторых аппаратур оно не сработала, и власти это зафиксировали. Сегодня техники, которые обслуживают данные аппараты, они сегодня работают над устранением этих замечаний, и накануне паводковой ситуации эти комплексы все будут работать. И люди должны понимать и не должны паниковать, то, что если эти аппараты сработают, то, понятное дело, это либо тренировка, либо действительно при экстренных случаях, когда они должны понимать, что надо принимать те или иные меры. Дмитрий Дмитриевич, как вы уже отметили, в Якутии ежегодно перед паводком и пожароопасным сезоном проводятся командно-штабные учения.
Вы на днях были в Ленском и Алекминском районах, которые первыми встречают ледоход. Как вы оцениваете подготовку там? Ну, сегодня мы проверяем не только эти районы, да. Действительно, Ленские и Алекминские районы – это те районы, которые первым принимают эту картину, паводковую ситуацию. И сегодня мы отмечаем, что оба района готовы к этим явлениям. И сегодня на местах люди проводят ту работу, которая ежегодно проводится. Это по ослаблению прочности льда, это распиловка, очернение тех или иных зон. Ну и также служба районов работает по укреплению дамб, проверке тех же ксионов, да, и по инструктажу служб, которые будут вовлечены в этот момент. И сегодня мы оценку даем, повторюсь, этим двум районам, что оба района к паводковой ситуации готовы. А вот насчет ослабления прочности льда, какие методы, на ваш взгляд, наиболее эффективны? Ну, сегодня для снижения прочности льда и заторов в республике проводятся предупредительные работы по ослаблению льда. Эта работа применяется уже более 20 лет. Они доказали и научно, и практически, что это самая такая работа, которая действительно помогает при прохождении паводковой ситуации и чтобы не было у нас, как говорится, больших потерь и рисков по затоплению тех или иных районов, населенных пунктов. Те участки у нас, которые являются затороопасными, это попадает 14 муниципальных образований. В эти цели из федерального бюджета выделено более 44 миллионов рублей, почти 45 миллионов, да. И зачернению подлежат 72 участка. 72 участка – это более почти 700 га. И 7 участков по распиловке – это 41 километров. Эта работа проводится. Она проводится у нас с 25 марта по май месяц. И здесь, учитывая май месяц, это учитывая Колыму, то здесь эта работа теми службами, которые и заказчиками, и подрядчиками, эта работа уже начата. Мы видим, что работа идет. При этом понятно, что и главное, деньги есть, и конкурсы отыграны. Здесь у нас больших рисков того, что подрядчики не выполнят эту работу, мы не видим. При этом понятно, что у нас, как говорится, апрель, но погода, как говорится, у нас испытывает сегодня. Снегозапасов очень много, воды в этом снеге очень также много, в отличие от прошлых лет. И населению надо все равно готовиться к серьезным испытаниям, а властям большим экзаменам. Да? Поэтому нам надо готовиться, и мы считаем, что максимально будем работать в этом направлении для того, чтобы справиться с этой задачей. Дмитрий Дмитриевич, спасибо, что ответили на наши вопросы. Пожалуйста. О паводке и пожароопасном сезоне в республике мы поговорили сегодня. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем телеканале.